Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях писательница, художник и иллюстратор детских изданий, педагог Наталья Васильева. Наталья Александровна является не только писательницей, она является и художником-иллюстратором детских изданий. Ею проиллюстрировано немало книг, которые вышли в нашем чувашском книжном издательстве. Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, вообще о профессии художника и иллюстратора и как вы работаете над книгами. Профессия художника-иллюстратора очень интересная. И, честно говоря, мечтая о ней, я даже и не думала, что у меня когда-то появятся свои собственные книжки. Но так уж получилось, что еще во время учебы в институте была выпущена первая книжка по сказке Михаила Плесковского «Галоша». Выпущена она была издательством «Чувашия». Это произошло в конце 1994 года. Но работа художника-иллюстратора, она настолько интересная, и я не повторюсь, наверное, снова скажу одно и то же. Работа художника-иллюстратора, она позволяет встречаться с новыми книжками, с новыми интересными авторами, дает возможность встречаться с интересными людьми. Потому что каждая встреча с книгой – это как будто новое знакомство. И все свои книжки я очень люблю, потому что каждая была какой-то особенной, была не похожей на предыдущую. Я стараюсь не повторяться, работаю в разных материалах, работаю и гуашью, и акварелью, акварельными карандашами, работу выполняю также на компьютере. То есть я стараюсь каждому автору найти свой собственный подход. Наталья Александровна, на сегодняшний день сколько книг вами проиллюстрировано, именно тех книг, которые вышли в Чувашском книжном издательстве? Про Чувашское книжное издательство я не считала. Я считала несколько лет назад, это было более 50 книг. Так уж получилось, что я работаю не одна. Мы очень много книжек выпустили вместе с мужем. Он тоже художник, зовут его Владимир Васильев. И несколько книжек уже вышли в сотрудничестве со старшей дочерью Дарьей. Семейное, получается, дело Да, у получается вас. семейное. Может быть, с некоторыми книжками мы познакомим и покажем эти книги. Какая книжка вам ближе всего? Я не могу сказать, какая книжка ближе всего, потому что каждая из них была по-своему интересная. Вот, например, один из интересных авторов – Валентина Серебряная. Книжка называется «Страна пешеходия». Наверное, это книжка, которая нужна каждому учителю, каждому воспитателю для того, чтобы помочь ребятам запомнить правила дорожного движения. Книжка по-своему интересная и полезная. Книжка Альбины Юрату, книжка о семье, о взаимоотношениях. На чувашском языке Да. «Туз на семье» называется, в переводе на русский означает «дружная семья». Очень интересная книжка была, связанная с чувашским алфавитом. Рассказ про разные буквы. Эта книжка мне тоже очень-очень нравится. Одна из новинок, выпущенная в прошлом году, книжка, которую в продаже найти очень сложно, зато ее подарили тем, кто в прошлом году родил детей, для того, чтобы сберечь здоровье малышей. Называется она «Берегите детей». Замечательная книжка на 2 языках «Добрая Рая». Замечательное всегда Валентина Тароват, замечательное стихотворение и, я надеюсь, что не менее замечательные картинки, которые с большой любовью я сделала. Очень нравятся книжки Раисы Сарби, книжка Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка», в которой сказки на 2 языках. Ну, одна из моих самых любимых книжек – это «Лунная дорога» Андрея Растворцева. Когда спрашивают, как же появляется иллюстрация, а вы знаете, иногда иллюстрация появляется практически сразу, как только прочитал произведение. Например, стихотворение «Солнце». Долькой апельсиновую солнце на закате глянуло в оконце и пропало за рекою где-то, но недолго летом ждать рассвета. Птичий хор запел неугомонный, ветру свежему деревья бьют поклоны,
Солнце утром долькою лимонной явится, как добрый наш знакомый. И посмотрите, какое солнышко появилось на страничках книги. Я надеюсь, что и автору очень понравились эти иллюстрации. То есть это немаловажно именно для малышей, для детей дошкольного и младшего школьного возраста, когда именно такие красочные иллюстрации размещены в книгу. Это играет большую роль. В первую очередь, когда читатели приходят к нам, они смотрят не текст, они, конечно же, обращаются в первую очередь к рисунку. Стихотворение Андрея Растворцева «Тучки». Очень большая туча случайно задела маленькую, и закапали слезы жгучие над моей заваленкой. Маленькая тучка плакала, плакала, дождинками капала, капала, а большая над ней не смеялась, очень вежливо извинялась. Была она очень добрая и большая, как плюшка сдобная, и маленькая ее простила и в гости к себе пригласила. Интересный рисунок к этому стихотворению. Наталья Александровна, а скажите, пожалуйста, вот вы работаете со многими авторами. Вы напрямую работаете с авторами или напрямую работаете с редакторами Чувашского книжного издательства? Мы работаем с редакторами Чувашского книжного издательства, сотрудничаем и с литературным, и с художественным редактором. И что мне хочется отметить, их большой профессионализм. Они умеют найти художника и автора. И поэтому можем сказать, что у каждого художника есть свой автор. Тот автор, с которым создается книга. А скажите, пожалуйста, для наших юных читателей, каких авторов вы проиллюстрировали? Это сложный вопрос, потому что я иллюстрировала за эти несколько лет очень многих авторов. Вы видите, это и Альбина Юрату, Валентина Тароват. Очень нравится мне «Удивительный компот» Алевтины Карачковой, Галина Зотова. Петр Щелгощ. Да, Лев Каткин. Михаил Миричей. Да, Раиса Сарби, Николай Дарай. Нина Турчага. Авторов очень много, я боюсь кого-то из них обидеть. Авторов действительно очень много. Разнообразные сюжеты, разнообразные стихи, сказки. И поэтому я думаю, что каждый найдет книжку по душе, заглянув в библиотеки. В нашей библиотеке около 20 книг находится в фонде отдела краеведческой и национальной литературы, которые проиллюстрировала Наталья Васильева. Дорогие друзья, приходите в нашу библиотеку, читайте и наслаждайтесь рисунками этих книг. Ждем вас в библиотеке.